Сегодня у нас 82-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. 19 часов 1 минута по центральноевропейскому времени, 20 часов 1 минута по городу Джохару. С нами снова наш постоянный соведущий, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аят Идигов. Аят, я вас приветствую. Стрим сегодня на русском, хоть должен был быть позавчера на чеченском. Давай поговорим по-русски, по-чеченскому. Кто хочет по-чеченски, может говорить. Окей. Добрый вечер, дорогие друзья. Салам алейкум, хоми махкой. Сегодня такой день, когда уже вот прошли 2 дня, как выборы прошли в Америке. И так вот неожидаемо для некоторых людей Трамп стал президентом, избранным президентом Соединенных Штатов Америки. Он еще не президент, он только в январе вступит должен, поэтому он пока избранный президент. Что же будет вокруг этого? Сейчас раскручиваются разного рода мысли. Значит, те говорят, будет такой ход, ему нельзя верить и все такое. Ну, я вот здесь рассуждаю тоже со своей точки зрения. И, наверное, все же Трамп не совсем дурак, он не хочет, но я это имею в виду в кавычках, он хочет чего-то тоже добиться. Если даже вот ему непонятны вот эти политические ходы, которые делают вот большие, так скажем, политики Европы, Америки, предыдущие деятели, то он имеет свой какой-то взгляд на ситуацию, так? И я думаю, сейчас он будет как никогда свободен в решении тех вопросов, которые, ну, так скажем, вменяют ему как бы обвинение в том, что он якобы агент КГБ, что им служил, что у Путина на крючке, и все такое. Но теперь ему что терять? Он эти 4 года отбудет и больше никогда не будет президентом. И он сейчас полную, как говорится, полный рост будет действовать так, как необходимо действовать для Соединенных Штатов Америки в первую очередь, я так надеюсь. И со своей точки зрения, и все те разговоры, которые он вел предвыборную кампанию, ну, это скорее, можно сказать, такая вот, значит, агитационная пропаганда для того, чтобы вобрать себе больше выборщиков, голосов. Им это удалось. Я вот слушал внимательно, там почти чуть ли не все время в ту ночь, слушал, как этим говорили, передвигали эти пешки, больше, меньше голосов. Оказывается, они вот ставили на ситуацию, которая вот складывалась в целом по самой Америке, как вот относятся те или иные группы населения, пусть это значит, южных регионов Соединенных Штатов Америки, или пусть северных, или других, и там по национальности, кто откуда, они все это рассчитывали, и каждому, кто там так или иначе мог или противиться, или что-то, там, где вот могли быть, скажем, против, они там делали какие-то свои ходы, чтобы они передумали. Если там где-то они были за Камалу Харрис, так, они там тоже делали какие-то методы. То есть они с научной точки зрения подошли, и мне кажется, они вот так вот смогли выбрать. Притом он же шел сходу, все впереди лидер, и выиграл эту гонку президентом. Значит, теперь что мы должны от него ожидать? Если следить за тем, что он там говорил, я остановлю войну, война не нужна, мы сделаем иначе, то здесь можно говорить о том, что посмотрим, как он это сделает, что он имел в виду. Допустим, Америку, если спросить американский народ, для них эта страна, она далеко находится, но в то же время она неразрывно связана с Европой,
И это, значит, демократический лагерь, который должен быть единым организмом в защите своей там позиции, которая есть у него. Потому что именно вот эти демократические принципы позволили, скажем, еще 1948 года после Второй мировой войны сделать то, что они сделали. Это прорыв в военном, политическом, информационном, ну, скажем, техническом, научно-техническом процесс, они прорыв сделали, и у них это все налажено. Правда, у них есть, с моей точки зрения, один недостаток. Они не могут сразу принять решение, как вот на фронте. Раз, команду сдал, и это. Нет, они и в военное время не позволяют. Они и в мирное время не позволяют, скажем, тем или иным там главам, может быть, даже глава государства, президент тоже не имеет права делать то, что ему не положено. Если он это сделает, они могут ему действительно выдвинуть обвинение и даже чуть ли не до отстранения от должности. Такие моменты мы с вами наблюдали. И теперь в данный момент вот сказать, что он сделает, не могу. Я, допустим, могу, по-моему, никто не может. Вот я слышал, что он уже позвонил Путину, и что он с ним разговаривал, и что он там ему что-то сказал. Тот ему, было ли это на самом деле? Нет. Ведь есть же пропаганда, где все там пытаются сказать какую-то там новость дать первым. Даже то, что не было, они первые выдают. В общем, в этом мире идет вот такая вот информационная, такая пропагандистская работа или война. Война, значит, этих корреспондентов, газетчиков и других, чтобы быть первым в информационном плане, другие, чтобы как-то вот защитить себя от них. И, конечно, потом в итоге, значит, на поле боя все это происходит, и решаться будет вопрос только на поле боя, как бы. Сегодня от этого хочет отказаться, вернее, даже не сегодня, это все время он хочет отказаться от этого сам, значит, президент теперь избранный. От этого, и говорит, войны не будет, при моей каденции 4 года, никаких там войн, я все остановлю. Ну вот посмотрим, что он сделает, какие он заявления делает, что он будет делать. По-моему, они сейчас где-то отдыхают вот после этой жестокой борьбы, которая у них была, они отдыхают. А Камала Харрис и Джо Байден, они еще пока находятся на своих должностях и продолжают действовать до января месяца. То есть у них еще есть время. Считайте, почти ноябрь, декабрь, январь. За это время они много чего могут сделать. Теперь вот как мы знаем, значит, в в Венгрии, там, где этот такой плохой Орбан, который все время служит как будто бы Кремлю, вот он собирает европейских лидеров, и туда уже и Зеленский поехал. Что-то они там между собой, в общем, закручивают. А что закручивают? Мы увидим по действиям их, увидим по успехам или неуспехам. То есть вопрос стоит в том, что, насколько я понял, Мгм. что они хотят заморозить то состояние, такое предложение, то состояние, в котором находятся сегодня российские войска, да, и с этим соглашается Украина, но никаких послаблений в отношении санкций не может быть, так? И они должны вот уйти оттуда, якобы. Вот такое предложение хочет сделать Трамп. Мгм. Войны не будет, но чтобы останавливаем войну, но вы должны вывести свои войска, и должны, санкции будут продолжаться, мы будем на вас, мол, давить и все такое. А если ты с этим соглашаешься, то хорошо, если согласится еще Зеленский. Тогда на этом месте они остановятся, и тогда может быть вопрос о принятии Украины в НАТО может быть как-то решаться. Тогда в этом случае территория НАТО, Украина, так, находится под оккупацией России.
и давление идет. Вот такой вот расклад я так вижу, как бы вижу. Но с другой стороны, я полагаю, слышал и раньше, что вот, демократы не хотели, чтобы вообще Украина была членом НАТО. То есть Байден, а этот может на этот шаг пойти. И, возможно, это будет и каким-то решением, чем все время продолжать эту войну. В любом случае, вот такое состояние находится положение, которое есть в Украине. Но перестанут бомбить, перестанут убивать, те остановятся, эти остановятся. А, И если на это не согласится, мол, а, Путин, то он якобы, вот я видел там разговоры комментаторов американских, других, которые, когда выборы эти шли, то там тогда может статься так, что этот Байден говорит, что мы дадим Украине все, чтобы он вас там забросал ракетами, все дадим, не будем там, как Байден, вам это, значит, по чуть-чуть давать Украине, чтобы вам ничего не досталось от этих взрывчаток, чтобы вас не подрывали. Ну, в общем, такая ситуация раскручивается, и сейчас вот я вижу, вот они собрались вот в Будапеште, вот по телевидению показывают, и этот такой неприемлемый для всего Запада, Евросоюза Орбан, он сумел собрать вот эту всю компанию, и это связано, я вижу, это связано с тем, что сегодня президентом стал Трамп. Поэтому они собрались у него, я так думаю, и там решает все вопросы. А так-то этот Орбан, Венгрия, она вообще считалась чуть ли не изгоем, как и Словения, так? Вот, видимо, какие-то вот переоценки будут сейчас в ходе вот этих военных действий, которые происходят на территории Украины. И теперь мы должны думать еще о том, а что же как мы с вами? Вот чеченский вопрос, вопрос Грузии, вопрос, скажем, Молдовы. Молдова-то бьется, и у них это она и такие вот выборы выиграли. Их территория, часть тоже России оккупирована, мы же знаем с вами. Да. Так что эти вопросы нас тоже волнуют, и мы в этом случае, вот от имени нашей легитимной власти, президиума, мы написали специальное обращение с поздравлением президента, избранного президента Трампа, в котором изложили коротко нашу позицию, и чтобы эта позиция дошла, скажем, до людей, которые в этом вопросе как-то могли быть влиятельны, может быть, до самого Трампа дойдет. То есть мы свою позицию сказали, что мы готовы, значит, мы продолжаем свою борьбу, и нам нужно признание нашего государства, которое создано по праву. И если есть это право, и если есть это международное право, и если справедливость, давайте, мол, решайте этот вопрос. И мы надеемся, что Соединенные Штаты, ну, мы можем зачитать это, Аслан, да, это заявление здесь. Вот как раз хотел. Да, пожалуйста, зачитай тогда это заявление, чтобы я не комментировал даже. Есть у тебя оно? Да, конечно. Давай. Поздравление президента США Дональда Трампа от Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Дональду Трампу, избранному президенту Соединенных Штатов Америки. Поздравляем вас, господин президент, с избранием американским народом на этот высокий пост. Уверен, что при вашем президентстве США станут в международном правовом поле еще более влиятельной и процветающей экономической страной. Желаем успеха в вашей деятельности с другими странами по укреплению стабильной безопасности в мире. Призываем правительство США оказать поддержку борьбе чеченского народа против военной оккупации нашей страны Российской Федерации. Наша страна была создана в рамках международного права во главе с президентом Джохаром Дудаевым при развале СССР в 1991 году. Во главе с легитимной властью зарубежья Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия наш народ с 2009 года ведет правовую и политическую борьбу на международной арене.
И поддержка США чеченскому народу сегодня необходима как никогда в условии признания нашей страны Грузией 13 марта 1992 года и Украиной 18 октября 2022 года для защиты нашей свободы и независимости. Сопредседатели Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Алла Дудаева, Аят Идигов. 6 ноября 2024 года. Ну, вот такое заявление, обращение с поздравлением мы сделали. Мы пытаемся всегда вот в наших заявлениях, обращениях акцентировать внимание на то, что проблема чеченского народа и его государства не решена. А раз эта проблема не решается, то значит разговоры о том, что вот должна решиться вот эта проблема какая-то большая или другая какая-то маленькая, а в целом вот такие вот регионы, этот или другой регион мира будет забываться, так, то это не решение, это просто из контекста вырванные оправдательные ходы. Мы считаем, что необходимо вообще в целом в этом направлении действовать, потому что тогда доверие будет и западным государствам, которые стоят на принципах демократии и свободы личности. Свобода личности – это наша традиционная, многовеков, тысячелетняя наша, значит, жизнь, при которой мы жили, наш народ жил тысячелетиями. Мы на этих принципах выросли, это из поколения в поколение передаваясь у нас вот так вот формируется каждому поколению. С этого поколения другой, и мы это знаем. У нас нет отношений, которые бы были взаимно унижающие друг друга. Нет таких отношений. Есть только уважительные отношения, есть равные отношения. У нас не было, как мы любим говорить об этом, никогда не было у нас ни царей, ни князей, а были равные граждане, равные общества. Вот так вот мы жили, и сегодня этот демократический принцип, он для нас очень важен, и он подходит к нашему бытию. Потому что под демократическим принципом в первую очередь подразумевается свободное избрание власти этой стране. То есть все граждане могут свободно избрать под своим контролем, избрать власть. Каждый отдает свой голос или избирает выборщика, который может этот голос внести туда, где избирается конкретно власть. Вот о чем идет речь. А потом, соответственно, на этой базе идет все остальные, значит, сохранение права человека, его бытия, все это вот оттуда вытекает. Поэтому вот такая позиция. И то, что, значит, на Западе и или, скажем, в Америке тоже такие вот принципы отношений к этому, хотя некоторые моменты, может быть, не соответствуют нашим представлениям, так, может быть, так, то мы с этим пытаемся эти, так сказать, небольшие отклонения, значит, опустить, потому что они могут, мы же не можем запретить то, что традиционно, допустим, тысячелетием принято там в Китае, или в Индии, или в другой стране, тех цивилизациях. Это уже устоявшиеся их нормы, быта, жития. Поэтому вот такая ситуация, и сегодня можем мы говорить о том, что Трамп победил. Он победил, и мне кажется, этому не рады в Москве. Мне так кажется. Потому что когда-то они еще раньше, лет 8 назад, когда Трампа избирали, они там все плясали во главе с Жириновским, шампанское распивали, бокалы там били. Этим занимались раньше. А теперь, видите, они не очень-то и рады. Они понимают, что теперь Трамп, он свободен в своих действиях. Если даже он и был агентом, теперь это агентство на него никак не повлияет. Вот что я хочу сказать. Причем, конечно, я сомневаюсь, что он был агентом. Он не мог быть у них агентом и не мог... Мне так кажется, потому что по его действиям
по тем, как он эти вопросы принимал, когда война шла в Сирии и в других местах, где он там все же давал перцу России тогда. Помните, наверное, эти проблемы, которые там с этой ИГИЛом и с другими делами, он как-то вот это дело все разруливал тогда и действовал решительно. Может быть, не совсем мы со всеми делами согласны, можем быть, но в целом это самостоятельно думающий человек, и надеюсь, что он будет полезен для всего мира. Ну, в частности, и для нашего народа, и наших народов, которые вышли из бывшего Советского Союза государств. Ну, на это я закончу. Давайте продолжим вопросы и ответы. Кто хочет, пусть выступить. Спасибо, Аят Баркал. Сегодня самые главные вот три темы, которые сейчас нас в первую очередь беспокоят. Это деоккупация нашей страны, война в Украине и война на Ближнем Востоке, которую ведет сейчас Израиль с разными террористическими группировками. Хотелось бы, вот раз мы про Украину говорили, напоминаю всем, кто нас смотрит, друзья, пишите комментарии ваши, задавайте вопросы, я буду зачитывать в прямом эфире Аяду Идигову, сопредседателю Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, ближайшему соратнику Джохара Дудаева и сооснователю, стоявшего у истоков нашего государства, Аяду Идигову. Всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в России, пожалуйста, ваша безопасность, это в ваших руках, пожалуйста, будьте осторожны. Аят, если сейчас исходить из вопроса по Украине, пока вопросов нет, я бы задал бы свои немножко вопросы. Пока сейчас ситуация развивается и стоит вопрос в Украине. Либо Украина продолжает вести войну, либо Трамп их сажает за стол переговоров, и там как-то они между собой договариваются. Если же они договариваются, если произойдет это, придется остановиться на тех рубежах, которые Россия уже заняла и так далее. Чем это чревато? Чем это чревато для Украины? Это выход из положения? Или же... Здесь вопрос не в том, что, я как понимаю, этот план он выдаст потом конкретно. Вопрос в том, что те территории, которые он захватил, Кремль, да, они не признаются российскими. Они признаются как оккупированные территории. И поэтому они будут действовать, так вот я понимаю из разговора, будут действовать в направлении, решения этой проблемы. То есть они будут требовать, допустим, Соединенных Штатов Америки, что давайте уходить с этих территорий, это не вас, не ваши территории, есть международное право, принципы есть, вы являетесь членом Совета Безопасности, членом Организации Объединенных Наций, таких могут все больше и больше теснить в этом вопросе. Они здесь будут уже действовать и так, наверное, в купе и с Китаем. Вот если Китай, допустим, сегодня как-то вот еще так спокойно относится к тем делам, которые сегодня творит Кремль в какой-то отношении, то в перспективе отношения, которые строят Китай и Соединенные Штаты Америки, из-за этого уже, в принципе, Китаю удалось вот так вот подняться на такой уровень экономического развития. Это все говорят об этом, потому что все сегодня делать, их торговый баланс очень высокий, во много-много раз больше, чем Россия и Китай. То есть Китаю важна страна, которая называется Соединенные Штаты Америки. Раз она ему важна, Китаю, то он будет потом, видимо, Трамп будет на них пытаться в этом отношении давить. Он же может изменить, может быть, как-то поправить это дело. И там самое главное, что теперь у Трампа под контролем находится Сенат и Конгресс. Представляете, насколько это важно? Они выиграли не только президентское, вот это соревнование, да,
Они выиграли практически. Сенат будет принимать те решения, которые будут говорить, и Конгресс будет принимать, потому что там большинство у них. То есть фактически у него в руках сегодня любое решение, которое он может принять, там, делать то, они будут принимать. Вот этот Джонсон, который был там секретарем, по-моему, в Конгрессе или Сенате, не знаю, от которого зависело дать или не дать помощь, допустим, Украины. Там, помните, там несколько месяцев, 6 месяцев они тянули. Да, Там да. 60 или 70 миллиардов. Там другое. Вот это все. Теперь в этом были проблемы у Байдена. А теперь что? Эти два вот этих вот органа власти важнейшие, которые могут позволить или не позволить президенту принимать те или иные решения, экономические, политические, другие, они могут ограничить и не дать ему это сделать, то теперь они все являются как бы, значит, под единым организмом с этим президентом новым. Так что там ситуация вот в таком направлении, и он будет, по-моему, свободен решать все эти проблемы достаточно быстро. Я вот что хочу сказать. Не тянуть это все, не затягивать. Демократы не смогут им помешать, хотя там они и есть, но помешать не смогут, по большому счету. Теперь он набирает сейчас, видимо, он занят тем, что набирает свою команду. Вот Илон Маск там какую-то высокую должность займет, там и другие те, которые ему помогали, люди тоже займут вот эти высокие должности, как я понимаю, идет вот такая работа. Конечно, горько тем, кто проиграл, допустим, Камала Харрис, Байден, но, кажется, они пытались сделать что-то, да, пытались. Они хотели помочь Украине, искренне, я думаю. Но вот это противодействие, которое было в Сенате, в Конгрессе, и не давало возможность принимать быстро эти решения, как-то тормозили его. И он, видимо, значит, делал все для того, чтобы где-то вот повлиять на Путина и его окружение. Он делал все, что мог, вот насколько я хочу сказать. Но он не был так свободен, как теперь может быть свободен Трамп. И будем надеяться, что Трамп использует этот момент для того, чтобы в мире наступила стабильность, справедливость и, скажем, безопасность. Мгм. Мне так кажется. И следующий тогда вопрос, а это касательно Ближнего Востока. Некоторые комментаторы, вот я вчера смотрел, сегодня рассказывают, что будет эскалация на Ближнем Востоке, что теперь у Израиля будет больше поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки, и он сможет быстренько решить вопрос. Ну, это же не быстренько, но решить вопрос. Как вы считаете, будет эскалация? Я Возможно? так думаю, что вопрос вот Ближнего Востока, Израиль и окружающие его арабские, мусульманские страны, они могли бы этот вопрос сами решить. Ведь зачем нужна вот эта война, которая идет вот уже 70 с лишним лет, и друг друга убивая, вот это все. Что они там ищут, что, какие выгоды они получили. Все время находятся в этом военном противостоянии, убийство друг другу, и льется кровь с обеих сторон. И оно, если дальше вот так вот продолжаться, это, конечно, во что-то может вылиться. Оно может стать очагом очень неприятным против стабильности на Ближнем Востоке. От этого зависит многое. Сегодня мы говорим, что вот Хамас напал на Израиль, убил там тысячи людей, там насиловал, все такое. Держит в своем этом где-то за заключение, не выдает вот пленных. Вот эти, с этой стороны тоже. Эти бьют их, эти туда-сюда стреляют, убивают. Ну что мы теперь вот пришли к такому выходим выводу, что убивают друг друга, этих убило столько, этих убило столько. Как решить этот вопрос? И это то, что мы говорим и слышим, это есть то, что, ну, как сказать, результаты этой ненависти.
Где это немец, где она, где ее разрулить, как это сделать? Вот в чем вопрос. Можно ли это сделать? Дело в том, что создание Израиля на этой территории, вот после Второй мировой войны, это была инициатива, или, скажем, допустим, Организации Объединенных Наций, то есть высшей власти мировой, так как бы, и Англия там участвовала, Соединенные Штаты Америки, и Сталин, и все такое. Но почему они не хотят этот вопрос решать? Мне кажется, вот, допустим, из-за того, что мы можем наблюдать, и каждый из нас, и мне так кажется, что этот вопрос, который там вот так вот все время горит, это кому-то нужно. Это как раз-таки нужно этим двум противоборствующим, скажем, сторонам диктаторских режимов и демократических режимов, независимо от религии. Религия здесь играет, так сказать, оправдательную такую функцию, используют Прикрывающий. его для того, чтобы решать вот эти политические вопросы не Да. только между Израилем и, скажем, арабскими мусульманскими странами, а между вообще в мировой практике вот эта точка, она постоянно горит, и никто ее не может как бы решить. Вот-вот вроде решили, и тут же не решается снова. Снова отсюда вот это все идет. Вот надо этот вопрос как-то попытаться решить, но этому же мешает то, что мешает сегодня вопросу решения, значит, независимости и стабильности, скажем, оккупации, деоккупации территории Украины, который сегодня захватил Кремль. Это мешает и деоккупации нашей территории, которую мы создали, наше государство, да, грузинских территорий, Молдову и дальше могут. Так что они будут все всем диктовать, для того они сидят в Совете Безопасности, для того, чтобы эти вопросы решать или не решать. Они могут экономически воздействовать на эти регионы. Зук даял аят. Все, что там происходит, кому Зук это? даял, картинка Да, даял. вот кто-то прилез сюда ко мне, знаешь, вот. Надо выйти аят снова. Там в WhatsApp есть специальная функция, аят, когда ты стримы делаешь, ты можешь отключать, чтобы тебе звонки не поступали. Ну вот я вот что-то не смог сделать, получается. Наверху кнопка аят, такой крестик или кнопка. Справа Так. или слева, в зависимости от Samsung или айфона. Тебе надо нажать, выйти и снова зайти. Вот так. Ясно. Кто-то меня спрашивал, здесь вопрос был, я смотрел, как Чеченская республика Ичкерия относится к Израилю, позиция демократической Ичкерии к Израилю. Позиция демократической Ичкерии давно высказана еще Джохаром Дудаевым и Аядом Идиговым. Мы поддерживаем связи с Израилем, поддерживаем. Вопрос, Израиль поддерживает ли? Какова позиция Израиля по отношению к Ичкерии? Да, все, картинка есть, Хорошо, секунду. и звук есть. Видишь, здесь по ходу дела подключаются какие-то телефоны, идут, и поэтому они меня выключили, выключается в этот момент. Ну, Окей. видимо, это у всех так. Аят, здесь вопрос такой. Какова позиция демократической Ичкерии к Израилю? Какова позиция? Да. Не понял вопрос. Какая позиция? Какова позиция демократической Ичкерии к Израилю? Вот. Наша позиция, что мы считаем, что Израиль, он более, так сказать, в этом отношении прогрессивный, значит, прогрессивное государство. Они, мне кажется, должны больше понимать в этом вопросе, чем те, которые его окружают и все время нападки делают.
идти на какой-то компромисс с ними, я понимаю, тоже нельзя, потому что с запада сзади действует этот Иран, потом этот Хамас. И я еще должен сказать вам, что эти государства, от которых сейчас назвал Хамас, это движение, они и против Чеченской республики, против нашей государственности. Конечно. Они союзники Кремля были и остаются всегда. И всегда, когда нас там убивали, терзали, они приезжали в Москву, обнимались с Путиным, с Ельциным, там, скажем, и говорили, что вот давайте их бейте. Ну, прямо не говорили, но это явно демонстрировали, говорили, что, мол, территория Чечни – это часть России. С какого-то, так сказать, это нам очень не нравится позиция. Позиция Израиля, она была такая, знаете, 50 на 50 тоже в отношении нас, они тоже не ахти. Но в целом мы считаем, что вопрос решения вот этой проблемы, которая там вот на Ближнем Востоке, это вопрос не самого Израиля и не самого, скажем, этого окружения государств, которые там есть. Обратите внимание, чуть ли не половина государств исламских на стороне Израиля, там, да, другая Да. половина против. И вот здесь в этой, как говорится, в этой ситуации, а кому это значит? И эти государства арабские, одни там, скажем, вот таким-то большим государствам, как говорится, дают предпочтение, другие другим, другие там с Китаем, с Россией. То есть это вопрос очень большой. Его мы с вами не решим. Наша позиция, что там не должна литься кровь, и сказать, допустим, что вот Израиль во всем прав, во всем прав. Можно говорить в том смысле, что они хотят стабильности и мира. Они, значит, а то, что они говорят, что мы вот сейчас захватим весь этот, скажем, Иорданию, то все захватят, Мгм. может быть, они и могут захватить. Ну что дальше? Это значит продолжение дальше войны, это снова льется будет кровь и евреев, и арабов. Кому это все нужно? Вот это вопрос, в котором я слабо разбираюсь, я должен сказать, так? Я не хочу конкретно что-то сказать, но мы за мир, мы за стабильность в этом регионе и за то, что, значит, арабы и израильтяне, да и остальной весь окружающий мир были стабильно развивались. Диктаторские режимы, которые находятся вокруг этой страны, они фактически являются такими же режимы, как и Крым. Видите, у них единство, у них единство. Мы не поддерживаем вот это единство. Они и против нашего государства. Они оболгали нас, называя нас там фанатики, бандитами, все что угодно, исламскими фундаменталистами. Нам они засылали через Москву своих вот этих агентур, развеяли миф о том, что мы даже люди, которые наши веками там молились, но верующим, да, и что они, оказывается, не верят, что они еретики. Вот эту вот провокацию устраивали. То есть это очень глубоко имеющую смысл вот эта вот ситуация, которую можно рассказывать. Но главное, что мы не хотим, чтобы и Израиль, и, скажем, вот эти окружающие его народы, они постоянно были друг друга, значит, друг друга били и какие-то интересы мировые защищали других больших стран. Какие это страны? Кто их создал, этот Израиль? Кто создал вот эти все государства, которые есть, скажем, и эту Сирию, и другие. Но возьмите историю, они как-то вот все вот так вот создавались тогда, после Второй мировой войны, после падения Османской империи. Они все создавались, и теперь это нельзя стабилизировать, и чтобы они там мирно жили. Если это там не будет, как говорят вот на Ближнем Востоке, это может перенестись в другой регион мира, вот такая точка нужна им. У меня вот такое впечатление. Поэтому здесь надо думать, что делать. И наша позиция в отношении Израиля, как государства, мы считаем, что это государство состоявшееся, но в то же время надо и думать и о том, что лить кровь просто мирных людей, убивать их, так,
которые, может быть, и не виновны, да, кто-то из них виновен, они прячутся. Помните, Путин говорил, а если вы, говорит, будете, мол, идти на нас, мы впереди поставим, на своих солдат поставим ваших жен и детей. Путин говорил сам. Вот Да. попробуй тогда стрелять в нас. Вот такая позиция вот здесь не идет, знаете. Мы же как раз это прошли. Мы хотим дружить и в первую очередь с этими ближневосточными странами, Израилем и теми странами, которые окружают наше государство, сегодня оккупировано, Грузия, Армения, Азербайджан, и даже из той же России, которая она остается, если она преобразуется, если она переформатируется в демократическое государство. Вот такая позиция у нас. Вот, допустим, я думаю, что другой позиции не может быть. Мы же не можем сказать, что вот это противостояние вот дает столько страданий и столько, ну, скажем, крови детям, старым, молодым, и говорить, что это хорошо, что это хорошо или это хорошо. Обе стороны вовлечены в это, знаете, ненужное вот это противостояние, убийство друг друга. И решение вопроса не видно. Не видно. Я, допустим, не представляю, как этот вопрос может решиться. Вот так я считаю. Аят, за Хамасом, Хизбаллой, разными там другими террористическими бандами стоят Россия и Иран. Вот если Я бы знаю это если знаю. а если бы они Да, стали они едины, да. демократическими, правовыми, цивилизованными, тогда бы Израиль смог бы, потому что это как биться вот, с последствиями. Их все равно взращивают, их миллионы этих, кого можно подготовить. И Израиль может вечно так вести войну и не добиваться результата, только гибнут люди будут. Ну, я ответил тебе на твой вопрос, я это понимаю все. Поэтому я говорю, он вечно может вести, и эти могут вечно вести друг на друга, вот это взращивать детей, ненависть разжигая. Как этот вопрос решить? Разве согласиться с тем, что вот сейчас начинаешь думать о том, вот года 2 назад этот Чубайс выступал вот здесь вот в Швейцарии на каком-то там собрании, э, и говорил, что вот наш земной шар не может теперь, оказывается, подсчитали, что не может выдержать и прокормить эти 7 миллиардов населения. Мы приходим к выводу, что до конца этого столетия, вот этого столетия, надо довести число населения мира до 2 миллиардов или 1,5. Тогда земной шар может это, мол, прокормить их. Даже вот эта большая, это же откуда взято? Понимаете? Теперь этот Чубайс куда-то сбежал, сидит там. А вот это не с глобальной это идет, скажется, позиция, которую занимает кто-то, вот так хотят это. То есть им не нужны не только, допустим, евреи и арабы, им нужны и остальные все. Или те, которые власть, держащие свои окружения вокруг себя, сохранять, а остальных всех уничтожить, что ли? То есть этот вопрос постоянно это стоит на том, что постоянно обманывают, постоянно вот эти вот, скажем, правительства, которые есть и ведут какую-то пропаганду, информацию, все такое. Если они не подконтрольны народу, эти правительства, они обязательно обманывают. Обязательно. Потому что они не могут прямо сказать о своей несостоятельности, эти правительства, или, ну, я имею в виду кабинет министров, они могут рассказать о том, что где они нахимичили, или могут там где-то не успели. Но это известно все. Вы знаете, этот поп великий самый, этот всея Руси, сидит и уговаривает там такие вещи антирелигиозные, говорит. Когда нужно, они туда, когда нужно туда, и религию они подкручивают. Вот так вот в пользу себя, этой власти. То есть вот в чем дело. Мы, если будем, вот, допустим, замкнемся на каком-то узком участке вопроса, то мы можем оказаться вне общей проблемы. Поэтому мы от общей проблемы должны идти к этой меньшей, вот этой, где вмещается вот эта проблема или где решается этот вопрос.
вот в этой общей, скажем, мировой стратегии, вот как бы мироздании, где это что, как это решить. Вот мне кажется, вот так вот надо здесь рассуждать. Мы не можем сейчас говорить в пользу того или другого, мы должны быть справедливы. И они не могут этот вопрос решить, мы видим. Все время там. У меня много друзей среди евреев, которыми я вот, и когда был там в Советском Союзе, дома, многих людей и здесь знал, так? Они очень порядочные, хорошие есть люди, помогали нам, все умные, толковые есть. Но большая половина, скажем, это просто на еврейский народ нацепили вот этот ярлык, что они все такие. Нет, они не все такие, они разные тоже. Это я увидел. Я помню, как это было, когда наш народ высылали в 1944 году. Они пробыли там 13-15 лет, вернулись. Их помещения, их жилища, которые были под контролем там или которые давались им, ни одно, даже они чуть ли ни одну иглу не тронули и вернули своим хозяевам, чеченцам, которые вернулись. Это Да. очень хорошо помнят наши люди. А те, кто вот другие там близлежащие, это, конечно, был не весь еврейский народ, но я имею в виду евреи, которые там жили, а из других вот регионов, которые вокруг были, до сих пор не отдали эти территории, эти дома и проклинают нас во всем, весь чеченский народ. И потом, когда на нас нападала Россия в этот раз, и танки шли через, вот, допустим, Хасавюрт, некоторые представители этих народов выскакивали и, значит, все отдавали солдат. Идите, бейте, убейте этих, мол, чеченов. То есть вот такое, знаете, сумасшествие в головах людей вот происходит. Вот как с этим быть? Наверное, это было во все времена, но мы уже выросли, уже вот научно-технический прогресс, 21 век. Ну что-то как-то надо делать. Кто это будет делать? Что? Мы с тобой, Аслан, или какие-то другие там, или Натаньяху, или другой, они сейчас работают на себя, как бы себя спасти. И Натаньяху, и это Насралла, и другие там, и эти, которые президенты, скажем, Ирана. Они, видите, друг другу даже убивают, вот эти вещи делают, пытаются и там, сам. То есть оно снизу пошло наверх уже, начинает. Это становится какой-то вот чумой. Что делать? Что делать? Как быть? По-моему, для этого надо очень серьезно, значит, какие-то серьезные мероприятия провести на международном уровне. Я имею в виду арабский мир, Израиль и остальной мир. Так. А этот мир, этот вопрос решает сегодня в Украине тоже. Посмотрите, на Украину напали, Россия напала, то она была, значит, в союзе с Израилем, а теперь напала на Украину и получилось, наоборот, теперь разнобой. Россия и Израиль. Израиль понял, что такое Россия, что они засылали через Иран, через, скажем, Хамас, вот эти нападки делали. И вот это снова, вот каждый раз вот это партнеры меняются вот так вот. Все, вопрос интересов. Что они делали? Они хотели тогда, вот когда напали на Израиль, что они хотели? Вот я так полагаю. В первую очередь, они хотели тогда, значит, сделать так, чтобы расширить фронт военный, расширить в этой ситуации, и чтобы внимание и помощь, которая идет по Украине, уменьшилась. Чтобы внимание, которое Запада было, которое направлено на помощь, скажем, Украине, уменьшилось. Что это давало им? Кто это делал? Кому это нужно было? Это нужно было России, Ирану, это нужно было некоторым арабским странам, Китаю, вот этим. То есть, по большому счету, вот такая ситуация. Как быть? Что делать? Вот здесь однозначно нельзя принимать какую-то вот единственную линию, иначе ты становишься и тем вражеском состоянии, и в этом вражеском состоянии. Но ясно, что мы обеим сторонам желаем успокоиться, решить этот вопрос. Убитые, умершие уже ушли, их не вернут. Как не вернуть и наших людей из-за более миллиона всего лишь населения? Каждый четвертый чеченец был убит, дети до 40 тысяч человек. Мы это знаем.
Мы поэтому говорим, сейчас надо решать вопрос, и наш вопрос в рамках международного права о признании того, что наше государство было создано, и что оно все оккупировано, и прошел геноцид, как вот принял об этом Верховная Рада Украины приняла. И мы обращаемся ко всем остальным странам, и в Соединенные Штаты Америки, и новому президенту Дональду Трампу. Решите этот вопрос справедливо, потому что мы действовали строго в рамках международного права, создали свое государство. Это такая же вот проблема, которая сегодня вот не решается. Вот так, мне кажется, Аслан. Баркалает, Баркалдерис. Да. Главный вопрос, который касается всех нас, это вопрос Чеченской Республики Ичкерия, деоккупации ее. И я, конечно, не хочу слишком обнадеживать наших зрителей, наших подписчиков, но все равно имею очень большие надежды на то, что сон будет вещим, и событие, что именно Трамп, потому что, ну, не может решаться вопрос, в моем понимании, может, вы как опытный человек, который знаете, что такое политика, всю свою сознательную жизнь находитесь в ней, поймете лучше, но мне почему-то кажется, что если заниматься вопросом там Ирана, России, вот этих всех диктаторские режимы, тиранические режимы, если их будут давить, оставить вопрос чеченского народа, который оставили, ну, вот так демонстративно просто, наглядно. Вот сегодня Украина воюет, гибнут лучшие ее сыновья, ну, хоть это и неприятно будет украинцам, но это потому, что тогдашние политики не предусмотрели вот сегодняшние события. Тогдашние политики, хотя были военные, которые приезжали, воевали за нас, украинцы, мы знаем, что в Украине понимание это было, и все равно вот мы пришли к этому. Что будет с Чеченской Республикой Ичкерия? Признает ли Трамп или Америка в целом, да, или мир нашу проблему проблемой? Ну, что я могу сказать здесь? Дело в том, что у нас всегда было впечатление такое, когда нас вот так вот оклеветали на весь мир, и когда на нашей территории были, как я сейчас помню, масса, значит, разных корреспондентов, тогда не было такой связи, как сегодня. Из Америки я помню, как сейчас, только там было людей с других стран мира, начиная от Японии, даже Австралии. Очень много было корреспондентов, все, информацию они полностью имели. Нас оболгала эта, значит, власть имперская новая, которая, и тогда демократы, которые были во власти, они вот, Клинтон, они давали, значит, 10 миллиардов, там, 6 миллиардов, и все, и говорили: решите этот вопрос Чечни малой кровью. Понимаете? Понимаешь, вот Да. так вот. И когда нам удалось там быть, с ними встретиться, с некоторыми политиками Америки, они говорили: там будет демократия, там будет демократия. Они прекрасно понимали, что там не может быть демократия, они были в курсе всего, что нас оболгали. Они не считались нашим миллионным народом, нашей тысячелетней историей, которая практически у нас и вырывали из рук все, что у нас было. России хватало, если эти книги, культура, да, архитектура, все, что было, каждый раз 50 лет проходило, все уничтожало, сжигало. То есть они хотели вырвать из нас стержень нашей цивилизации. Вот что они делали, так? И в то же время, когда какие-то вот, допустим, Америка, они, это демократическая страна, она, значит, образовалась, мы знаем с вами как и когда, и сегодня есть все его действия, и когда там находятся во власти люди, которые вот так не обращают внимания на то, что происходит. Они демократы, и в то же время вот такие заявления делали в отношении нашего государства, нашего народа. Понимаете? Мгм. Поэтому что будет? Поэтому у нас есть надежда сейчас, да, когда Мгм. демократы ушли, пришли консерваторы, что они не будут такими, что они поймут,
что так нельзя, они, наверное, в этом направлении будут действовать иначе. И мы видим, какая борьба между ними шла, но мы в то же время не отказывали и демократам исправить эти свои ошибки. Мы не отказывали, они это не делали в отношении нашего народа, по крайней мере. Ну, и я говорю, и в отношении других народов, которые Грузия, ну и остальные вокруг, которые нас были, которые захвачены территории, не буду перечислять. Вот что было. Поэтому что будет, покажет, как говорится, Трамп. Время. Трамп покажет, точно. Аят, вы говорили по поводу, в прошлом стриме, последнем нашем с вами совместном стриме, вы говорили о том, что Кадыров Рамзан может стать главарем России, президентом. Язык не поворачивается эту должность назвать. Я провел стрим, и, знаете, я получил такие отзывы хорошие, получил, что эта тема как будто людей волнует, и на самом деле, ведь, вы очень, наверное, какая-то информация, может, у вас имеется, но вы очень близки к тому, чтобы дать, ну, как бы, объяснение к тому, как они будут спасаться, потому что спасение у них не от своего народа, но от всех они, как будто завтра не будет, Ну, не наступит никогда. да. Я об этом говорил, да. Я так обосновал тем, что ситуация такая сложная, и что человек, который сегодня сидит в Кремле, он уже как бы всем надоел, и в окружении его тоже он обменяет, как говорится, одного, второго, третьего военных генералов, все меняет, то, все. Он вокруг себя вот отрицательный такой, как говорится, заряд создает, который могут его, как говорится, ну, отстранить от должности, то ли убить, то ли отравить, то ли еще что-то, и он бы мог бы уйти от этого примерно в небытие, скажем, оставаясь живым в политическом плане. А для этого ему нужно было бы, чтобы там, когда он ушел, чтобы ему гарантировали его жизнь и спокойное доживание своего века. Я когда прокинул, ну и мы все там думаем об этом, кто ему может вот эту безопасность обеспечить, скажем, господину Путину. Вот посмотрел вокруг него, которые все сидят, они вроде все прижались так вот, да, и так вот сидят, и на каждый его взгляд реагируют, кто бы из них не был, то ли Бортников, то ли Шойгу, то ли другой, третий, кого там не назову, все такие они, так? Они какие-то вот такие. А вот этот Рамзан Кадыров, он себя ведет достаточно, ну, преданно, скажем так, преданно в отношении этого Путина, да. И если ситуация как-то разовьется, ему надо будет уходить, а главное, ему, уходя, нужно, чтобы сохранены были его активы, его жизнь и жизнь его близких людей. И тогда он будет искать, как и Ельцин искал, я тогда говорил, вокруг себя, кого бы туда назначить. И вот он может спокойно выдвинуть туда этого Кадырова, так? Этих всех он пока держит при себе вокруг себя, потому что они, если их отпустить дальше, то они могут там что-то творить. Я помню, как вот наш президент Жихар Дудаев говорил, он там поймал, он агента одного определил, и вокруг него его спрашивают, а почему ты его не убираешь? А если его убрать, то, говорит, я не буду знать, чем он занимается. Так и здесь, это вокруг он их держит, не отпускает, как будто дает им какие-то задания, следит за ними. А в любой момент он может, как сделал этот Ельцин, так, вопрос решить, а там в России это же масса такая, население такое, которое сразу на ура подымет то, что скажет Путин. И они могут там посадить, именно только вот Кадыров, Рамзан туда подходит.
в этом плане, потому что он свое слово будет держать, как я вижу, держать в отношении, скажем, Путина. Это вот как-то для него будет говорить о том, что он такой хороший человек, слово свое держит, и это для него важно. Вот везде повторяет же, вот я вот так, мы слово держим, Преданный, все да. такое. А, а я в окружении, скажем, а, Путина не вижу таких людей. Ни Медведев, ни другие. И так вот про себя продумал. Не эти, которые здесь на Западе, либеральные деятели, вот эти Карамурза и вокруг его окружения, которые запущена сегодня агентура империи тоже фактически. Они там хотят, допустим, решить, мол, надо, мол, Украину, значит, освобождать и все такое, надо это, а в то же время забыли, что территорию Ичкерии освобождать надо, Грузию освобождать надо, Молдову освобождать надо. Они собираются митинг сделать в Берлине вот под этот лозунг, забыв про остальное все. Так как им можно? Да. Да, они, значит, говорят, вот надо голову это сохранить, а то, что рука вот такая больная, ее забыть. Это все связано. Вот так они себя ведут, вот эти деятели. Они никакие не деятели, а просто такие, ну, как сказать это, люди, интересы, свои личные интересы, там, политические, где-то они оказались на острие вот этой ситуации, они крутят, вертят и хотят это использовать. Они здесь задумываются о том, что надо решать общую проблему народов, которые проживают на территории сегодняшней России, которые незаконно захвачены при развале этой Советской империи, подведены под, скажем, под нынешний Кремль. Нашей республики, которая создана государство, которое фактически захвачено незаконным образом, военным путем, и насажены там марионетки. Вот эти все вещи, они здесь очевидны, и в этом плане здесь как раз-таки Кадыров Рамзан, он наиболее подходящий для того, чтобы он мог сесть в Кремле и заправлять всем этим для этой империи, если она будет сохраняться. Вот что я имею в виду. Да, спасибо, Аят, очень интересно. Будем наблюдать. Мы Да. вступаем вообще в такое турбулентное время, очень интересное время. Да. Так, я приветствую, друзья, всех, кто здоровался, заходил и так далее. Я вас приветствую. Сейчас я перейду к вашим комментариям и вопросам. Извините, что я не зачитывал, так как мне нужно было задать свои вопросы, которые у меня возникли. Так, салам, Ливан Кочарава, салам, уважаемый Аят Аслан. Думаю, изменения будут после прихода Трампа. Освобождение Кавказа не за горами. Наши интересы и интересы Запада совпадают на этот раз. Долой Российскую империю. Как всегда, оптимистично заявляет Ливан. Ливан, спасибо вам за этот алейк салам и за этот прекрасный комментарий. Я думаю, план по Украине, говорит Эдмамедов, будет такой. Фашистская Российская Федерация выводит войска до границ 91 года. На этих территориях будут войска НАТО, но без армии США и в Крыму тоже. Также оккупированные территории фашистской Российской Федерации. Территория Чеченской Республики Ичкерия тоже. Да. Были. У нас 2 июня, кажется, июля были выведены впервые со всей территории бывшей СССР, все войска по договору, российские, советские войска были выведены тогда тоже. То есть мы тогда уже были этим актом признаны. После развала Советского Союза в 1992 году в июле месяце советский контингент вооруженный был полностью выведен. По договору с Россией. По договору с Россией из первого постсоветского пространства. Первая республика была, чем фактически Россия признала
первой Чеченскую республику Ичкерию независимым Да, государством. да, этим самым актом, да. Это так было. Совершенно верно. И вот далее, и вы правильно, Аят, говорите, вот дополняя то, что вот здесь пишет Эд, да, вы обратили внимание на цены, вы обратили внимание, продолжает Эд, на цены на нефть пошли вниз. Это только начало. Сейчас фашистская Российская Федерация пойдет на любые соглашения, только чтобы сохранить систему. Я думаю, суд неизбежен над фашистской Российской Федерацией и КГБ. И суд будет. Дай бог, Эд, дай бог. Да-да, я слушал, извини, я это дополню это. Да. Я слушал, вот когда вот шли вот эти выборы, да, вот ночь 5-го, так там, когда выступал этот Трамп в конце, он говорит, у нас больше нефти, чем в Саудовской Аравии, везде. Мы Да, да. эту нефть подымем и все, а тогда цены все упадут. Вот так как говорил. А Байден это все заморозил, эту нефть, и сидит. Тогда цены на все, говорит, упадут тогда. У нас нефти больше, чем везде. И то, так он говорил. То есть Да, его практические шаги, они обнадеживают как-то вот это решение да. этого вопроса, да? Конкретный парень, конкретный. Он, Наверное, кстати говоря, вот немец. так, Ну, по отцу, по деду да, он немец. Он с Германии. он Да, немец. и немцы тоже конкретные парни. А немцы говорят, это чеченцы. Немцы. Гитлер говорил, что там на Кавказе живут наши предки. Это чеченцы. Так что этот Трамп, он чеченец. Я шучу, Ну, конечно. получается так, да. Белобрысый, светловолосый, рыжий чеченец. У нас Кстати, большая масса людей таких вот так. да, рыжий, кстати Да, говоря. Вообще, короче, ему не отвертеться по-любому, Ая. да, да, Придется признать ему нашу Ичкерию. да, Никуда не деться. По крайней мере, Эду с Табахом точно не отвертеться эти 4 года от нас. да, да. Так, вынужденно, так, это было. Дальше. Вот тоже короткий вопрос. Беркович Борис спрашивает, Трамп это хорошо или плохо для Украины? Не понял? Трамп Хор- это хорошо или плохо для Украины? Трамп, мне кажется, он будет лучше. Хотя, я говорил, демократы делали все, что могли, дальше они уже ничего не могли сделать, они в таком состоянии. А этот может пойти дальше, чтобы показать свою значимость. Вот мне кажется. Вот это то, что сейчас цены на нефть вот так уже после избрания падают, и притом он там говорил, мы эту нефть, как говорится, добудем, я блокировал Северный поток, а этот его отпустил. Об этом он все говорил там, понимаете? А посмотрим, куда и что это пойдет, да. Мгм. Ливан задает вопрос. Евросоюз помогает Украине, но будет ли еще политика Евросоюза по отношению России с приходом жестче политика Евросоюза по отношению к России с приходом Трампа? Вопрос Аяду, уважаемому Аяду. Но мы с вами знаем, что еще до прихода Трампа здесь европейские страны заявили, что они должны создать свое такое, значит, вооруженное, скажем, ну, блок как бы НАТО. Но это будет не блок НАТО, а как бы, значит, объединенная такая военное управление этими войсками европейскими, которые могут и в НАТО всегда влиться. Ну, какая-то у них там система, что они хотят иметь такой единый отпор этой России в случае чего. Потому что мы знаем, как когда Гитлер шел, там он по чуть-чуть разных стран нападал, то дело. А теперь они хотят объединиться, и это, конечно, в единстве или, как говорится, в комплекте вместе с НАТО, общим НАТО. Вот я так понял их. Но это надо посмотреть. Конечно, Европа будет защищаться, она понимает, что нынешняя Россия это и есть угроза всему остальному миру, стабильности и, значит, спокойствию, скажем. И они же на Европу все время целятся. Они заявляли, в свое время заявляли, что
мы должны от океана, до Ла-Манша дойти, там, значит, забрать все это. У них целые идеи. Вот помните, этот фашист, этот Дугин Александр, он эти И распутчики. Жириновский. Да-да. Это настоящий фашист. Он евразийство вот он делал, кричал. Им нет дела до, скажем, чеченцев или других народов, которые проживают на территории, скажем, нынешней России или бывшего Советского Союза территории. У него дело только одно. Всех этих, мол, надо подчинить под ноготь и все такое. Но когда этому не подчиняется кто-то, они наиболее из него хотят извалять его в грязи, как они нас пытаются извалять во всем мире. Где бы что ни случилось, в Америке или Европе, или везде и всюду, они где-то подкупают, где-то вот хватают этих людей, допустим, наши национальности, заблудших, да, и потом все это вешают на чеченский народ, эти ярлыки. Это все должно прекратиться, это будет делаться против любого народа, если Да. будете достойно себя вести и не считаться с этими, скажем, фашистующими элементами, которые сидят во власти в России или в другой стране. Это так делается, вот так вот. Если ты не согласен, они, значит, вот так вот делают против тебя. Вот такая ситуация. Мгм. Ясно. Так. Шавик Машоль, алейк салам, Кельчумельвейнак. Друзья, всех приветствую. Смотрю, тут ТикТок были вопросы, нет, вот выискиваю. Ага. Так. Так, нет вопросов. Друзья, Шамиль, я считаю, ваш вопрос, он риторический, теоретический. Баму Чирею, алейк салам. Приветствую всех. Маш Довель. Так, Ичкерия, великий войнарский народ, всегда был по духу и сейчас есть и будет независимым государством. Вива Ичкерия. Вива Грузия, Ливан. Спасибо. Так. Вопрос. Почему Израиль официально не заявляет, что Россия враг? Ну, почему не заявлять? Это у них надо спросить. Они это знают и сами видят, они же состояние отношений между ними, так? Мгм. Они до этого были как бы и друзья, внешне так. Только Натаньяху приезжал на их праздники, когда они День Победы устраивали, то все, они были такие друзья. А потом раз и развернулись. Это вопрос интересов. А что, если он заявит? Это уже видно. Сама Россия сегодняшняя демонстрирует, что она против Израиля полностью, потому что она защищает Хамас. Этот Хамас, который там организовывал вот эти нападки, его лидеры приехали к Путину, там к ним, это все весь мир показывали, они вот эта демонстрация, это и есть. Поэтому вот так вот все происходит, знаете. Здесь, наши люди тоже эти вещи понимают. Мне кажется, что мы должны все понимать, что, настало время, когда мы должны, вот в политическом, правовом отношении, в мировом я имею в виду, да, быть, уже трезвыми. Чтобы мы не понимали, думали, что кто-то. Я помню, когда мне отец рассказывал, да, я так вот ухом слышал, когда все были высланы в Сибирь, и там они вот собирались по какому-то вопросу, ну, кто-то там умер обычно, так, и собирались все, там сидели и рассуждали. Вот нас Сталин выслал, а если бы знал об этом знал бы, скажем, они так говорили, а,
Герман почал это. То есть, но не Германия, Англия почала. Англия и Америка, так, там, то они не разрешили ему это сделать. И потом говорили, что надо делать. Они говорили, надо кого-нибудь туда послать. Вот жаль, что некого туда нам послать, чтобы это Англия, там Америка, и чтобы они, которые там участвовали в войне, побеждали, чтобы они это узнали, что нас выслали. Ну, у них было такое местническое такое, значит, мнение, потому что они не могли до более 7 километров вот все эти годы, которые, уйти. Если он 7 километров, 100 метров лишним прошел, ему могли 15-20 лет дать и отправить в Сибирь еще в эти гулаги, мулаги. Вот так вот было. То есть смерть, это смерть. Да, смерть. Да. Так что вот из него выкачивали все силы физические, а потом он умирал там. Вот такое дело. И вот когда они так говорили, и они вот так вот был бы у нас кто-нибудь такое. Ну, тогда у нас был Авторханов там один, но мы не знали тогда. Авторханов – это великий человек для нас, который написал столько вот, значит, да, документов, книги написал, в котором все это говорил, боролся с этим Кремлем, защищая свой народ, ингушский народ, ну, мы как бы единый народ, и, значит, борясь вообще, в принципе, против этого сталинского режима. А теперь я говорю, вот теперь мы на Западе находимся, там, здесь у нас, ну, минимум 200-300 тысяч человек. И тогда те говорил, хоть одного бы послать туда. И что сегодня делают те, которые находятся на Западе, вот наши люди? Что случилось? Треть от народа. Да, да. Что случилось? А ничего не случилось. Внутри не то вот этих людей просто одурмали. Они стали как эти манкурты некоторые. Не понимают, что и как. Их начинает интересовать в первую очередь колодцы, скажем, в Африке. А то, что там у себя, там вот это, нет. Они где угодно, чем угодно могут. Или там пойти там в Сирии бороться за что-то, не понимая там, мол, это все. А то, что у нас там есть война, а то, что нам нужно здесь объединяться, решать нашу проблему, некоторые не понимают. Некоторые там пишут нам, вот, допустим, наши люди, такие умные, все пишут, вот вы там то все, вы там боретесь на Западе за власть, ничего нету, вы там то все, такое. А сами сидят где-то на горочке, и ничего не делают, и делать не хотят там, и умничают. Допустим, они где-то находятся в стороне, а вы спуститесь, как говорится, в массы, спуститесь к людям и изнутри посмотрите, какое положение. А да, хорошо с горки наблюдать и критиковать ту проблему, которую вы не знаете. Просто где-то начитались где-то там, и вот пишут вот такие вещи. Это я имею в виду и начитались разных книжек западных, российских, русских, так, или начитались арабских, или разных религиозных. И вот эти вещи из глубины веков поднимают. Нельзя сравнить вещи, процессы, которые происходили в каком-то другом, скажем, другом времени, и то, что есть сегодня. Надо сравнивать можно только то, что находится в одинаковых условиях в одно время. А если этого нет, они начинают нам, вот там был, да, пример хороший, но как в наших условиях это применить и что нам делать. Об этом они сказать не могут и умничают. Ну что это такое? Как это? Поэтому мы должны вот в этом отношении разбираться. Если вы приехали, мы знаем, на Западе есть много людей, беженцы, допустим, чеченцы, да? И здесь на Западе они пытаются изобразить из себя какой-то властью себя изображают. Вот мы власть. Мы здесь соберемся, здесь создание. Думаю, здесь европейские страны, для них платформа, чтобы они здесь власть чеченского народа избирали. А по нашей конституции, по нашим решениям, четко и ясно, это может быть избирать власть можно только на нашей территории, и наша власть остается той, которая была после того, как была
значит, оккупируют нашу территорию и до изгнания последнего оккупанта. Нет, они не признают, они начинают все, что угодно приводить, втягивать туда людей, которые являются ну, членами легитимной власти, начинают их критиковать. В общем, вот это все идет. И вокруг за всем этим, они даже сами не знают, за всем этим стоит что? Стоит интерес России, Кремля. Понимаете? Да, Вот мы знаем некоторых людей, которые еще, как будучи еще у нас в те времена, они тогда работали на Кремль, так? Они были агентурой Кремля, теперь они появились на Западе, и среди наших беженцев здесь светятся. То там, то здесь. Видишь их там и понимаешь уже, что это такое. Начинает им так это, значит, как-то вот им там какие-то там желательные слова говорить, но забывая о том, что же было и как было. Вот это понятие нам нужно нашим людям рассказать, молодежи рассказать, что как нам себя вести. Куда дес, улил да дес, ходишь, давай. Вот в чем вопрос, который мы в первую очередь должны решать, опираясь на то время, как я сказал, мироздание есть, которое, да, как оно выглядит и куда оно может склониться, влево, вправо, назад. Вот там мы должны свое место для того, чтобы сохранить свой народ и мирно жить в этом, скажем, мире, в окружении остальных государств мира, содействуя с ними и развиваясь. Мы должны сохранить до сегодняшнего тысячелетиями существующий наш народ. Все, сегодня он должен быть уничтожен. Язык отняли, то отняли, литературу, историю, все, что архитектуру, все, что было у нас, все. Они все вот уничтожали каждые 50 лет. Приходили в 50 лет делать зачистки. Вот такая ситуация. Когда я начинал это делать стрим, я задачу перед собой поставил, создать гражданское общество здесь, в Европе, чтобы привлечь людей там и так далее. И вы правильно говорите, люди неактивны, хотя нас здесь 30%, как говорят, 300 тысяч, даже больше. Люди неактивны, некоторые манкурты, некоторые боятся, некоторые не верят, некоторые разочаровались. Некоторые загнали под красные флажки и вот ведут в этом направлении, там, на религии, еще на чем-то и так далее. Ну и в основном не верят люди, не верят. И сейчас уникальная возможность, вероятно, исторический шанс, такой же шанс, как был в 91 году, когда разваливался Советский Союз, и благодаря вам мы смогли тогдашним патриотам создать свое государство. И сейчас у нас есть уникальная возможность стать полноценным субъектом международного права, если Запад наконец обратит на эту глобальную, грандиозную просто масштабную проблему с целым народом, который происходит. Но у нас проблема в неактивности от людей. И команде Трампа нужны будут люди, команда для взаимодействия. Да, у нас есть президиум, и в усеченном виде то, что работает. И наше гражданское общество тоже есть, оно немножко так проявляется сейчас, да, там, тут мы видим отголоски, голоса разные. Что нам делать, Аят? Что делать? Как нам сделать так, чтобы вот чеченцы были заметны? Никто же не будет бегать за нами и говорить, будьте независимыми, будьте свободными. Это же нужно нам. Этот вопрос мы всегда поднимаем. Дело в том, что Россия, имперская Россия, самые кощунственные, самые низкопробные, мелкие вот эти вот применяет методы, понимаешь? Если, допустим, ты сам можешь ответить за свои дела, они еще это так не оставляют. Они твоих родственников, это российская такая практика. Они твоих родственников, твоих детей, близких, заставляют их хватать, заставляют их, чтобы ты
ради них ты сложил свое оружие, не стал бороться. Эти методы. Поэтому люди, которые выехали сюда, они вот связаны с этим. Вот, Мгм. допустим, этого же нету вот у других вот, скажем, ну, так скажем, странах и народах. Наверное, где-то есть, но вот эта империя российская так действует во все века делала, понимаете? Мгм. Приехав сюда, мы уже многие, очень много еще потеряли, так? То, что было, не было, все там уже как бы изворочено, искривлено. Значит, даже они этих молодых людей, их психологию пытаются поменять, изменить нашу историю. Они обманут их то, что наше государство было там, такого государства не было, это нету. И они даже не знают, а некоторые знают, но не могут иначе сказать, ибо там даже сами могут быть схвачены и посажены, и наказаны, даже те, которые сидят во власти. Я имею в виду в России, я имею в виду и на нашей территории, где оккупационный режим, так? Поэтому вот это делает многих людей, ну, скажем так, неактивными. В то же время за этим прячутся и те, которые используют этот момент, и сюда вот они постоянно засылают разных своих агентов, которые проводят вот эту вот античеченскую, антигосударственную политику, делают вид, что якобы нельзя и не нужно нам это государство, зачем это надо, придумывают разные ненужные другие формы, значит, конфедерации народов Кавказа или там какие-нибудь протектораты, ну, Горская республика и все такое. Но все делать для того, и среди этих людей находится агентура российская. Люди из нашей национальности, другой национальности, которые известны нам. И им вообще не стыдно, они так ходят и все. А наши люди, которых мы знаем, они не решаются им что-то сказать, они не могут им здесь где-то на этой территории что-то. Но мы говорим о том, что их надо разоблачать, надо их выставлять и говорить, что это неправильно. Они и это не могут здесь сделать. И сейчас вопрос стоит в том, чтобы этой империи российской был надломлен хребет. И когда он будет надломлен, и этот, скажем, Кремль, который сегодня властвует, в такой форме перестанет властвовать, они тогда сразу воспрянут, эти люди, я так думаю, так? Поэтому важно, чтобы сейчас Украина обязательно победила вот этот монстр. Она, чтобы она изгнала их, чтобы остальной мир понимает. Вот этот водораздел, который есть, надо, чтобы это было как-то вот значит, с этим покончено. Если этого не будет, то это вот эта подпольная борьба будет только продолжаться, а там как раз-таки у нас нету, там есть наши люди, но они тоже ждут, они тоже надеются на то, что ситуация изменится, они тогда воспрянут. Вот что я думаю. Вот такая ситуация, поэтому я с многими-то разговариваю, которые здесь есть на Западе, и которые вот это, за это вопрос переживают. Они звонят, я им звоню, еще общаемся. Но когда вопрос заходит об этом, они говорят, как будто бы, я думаю, что как будто у тебя нет этого. У меня и у других наших вот людей это есть. Но нам уже некуда деваться. И я как уже известный в России, там, в Москве, еще с 90-го года, мне никуда не спрятаться. Они на меня завели разные рода уголовные дела, они, значит, заслали что-то разных отщепенцев или перевертышей, так, которые насаждают мнение обо мне и о наших сторонниках, всякую грязь льют, клевету льют, из пальца высасывая. Это вот эта работа идет. Вот в чем дело, Аслав, и тому, кто этот вопрос задает.
Спасибо, Аят Баркал. Эд Мамедов дополняет свой предыдущий комментарий и заявляет, что Аят, я думаю, говорит, украинцы должны радоваться. Трамп войну остановит на границе 91-го, по границе 91-го года. Но не бесплатно. Им надо провести реформы, очиститься от агентуры фашистской Российской Федерации. Это возможно, Аят? Очиститься от российской? Есть вот такая, значит, у нас есть закон о люстрации. Они этот закон иллюстрации себе проведут, так, Да. то они очистятся. Ну и спецслужбы, и все такое, конечно. Они могут очиститься, но для этого какие-то условия должны быть. Жестко должен быть поставлен вопрос, чтобы это не стало хаосом, так? Мгм. Надо от этого очищаться. Даже вот эти Балтийские республики, Эстония, Латвия, Литва, она вот до последнего времени, пока вот я там бывал, помню, они еще до той поры не очистились. И говорили о людях, которые чем занимались. То есть это очень трудный процесс, это должно быть поставлено на уровень, ну, скажем, проклятия тех людей, которые этим занимались. Ну, так я Мгм. говорю, в сознании, что это вот, мол, это плохо, вот так вот. И это надо очищаться, их нельзя пускать во власть, их нельзя пускать в какие-то образовательные учреждения или Мгм. исторические. Они должны быть за бортом, эти люди, или они должны будут нести свой срок, посажены за свои предательства, а выйдя оттуда тоже не имеют права. То есть они должны быть как бы отгорожены от того, что вот является нормальным для развития той или иной страны. Так кажется. Мгм. Согласен. Шамиль говорит, вы боретесь, а у татар, к сожалению, нет надежды. О нас никто не слышал. И воевать за независимость для других, а воевать за независимость для других будет сепаратизм. Аят, как дела, как вы считаете, обстоят у татар? Почему они так рвались к независимости, к свободе в конце Советского Союза, а сейчас одними из самыми такими Но покорными? у Да. татар как нет? Татары тогда при до развала Советского Союза они приняли специальные декларации, башкиры, они активно участвовали, наиболее активно участвовали в этом. Но дело в том, что им очень сильно препятствовали, и они находились как бы в центре этой страны, так? И Мгм. они там, во главе их сидели бывшие первые секретари ЦК Компартии этих республик. Ну, тогда они назывались обкомами. И хотя и были приняты такие вот решения и съезды, да, а в конце концов они как бы дали себя уговорить Мгм. Ельцину. А почему они дали уговорить себя Ельцину? Потому что, если бы они не дали уговорить себя Ельцину, так, то они бы быстро слетели с этих должностей, если бы народ там избрал бы себе власть, скажем, Мгм. президента, парламента Татарстана или другие органы, там бы сразу бы сели другие люди. А власть, которая была, значит, прокоммунистическая, и это бы они убрали. Они поэтому как бы, значит, потихоньку тяжело чувствуют, что есть вот этот, скажем, а, ну, вот этот пыл или вот это желание избавиться этого, эти руководители бывшие, как будто они были на этой стороне, и как будто они такие, но они там давали себя значит, уговорить Ельцина, подписали, вначале не подписали, как бы договаривались, что ну, там через какое-то время отложим этот вопрос, отложено как бы статус. А пока они отложили этот статус, уже будучи в Российской Федерации, России вначале войдя, уже там и эти все их статусы, и подписаны федеративный договор, к черту они убрали, незаконно создали под Ельцина новую конституцию, в которой даже нашу республику, которая все создала, все правые там
все документы там в соответствии с международным правом тоже, избавившись как будто от этого, начали действовать. Им было трудно, я понимаю, но если бы тогда они поднялись, мы вместе могли бы очень многое сделать. Да. Татарстан должен, мне что кажется, раз вопрос такой, да, должен здесь вот в зарубежье есть люди, которые занимаются татарским вопросом активно, действуют они. Но в то же время они как-то, мне кажется, однобоко действуют. Они, допустим, вот не слушают нашу позицию. Они слушают позицию тех, которые стоят против нашего государства. Они с ними общаются, говорят, встречаются, там все. Или с этими, скажем, либеральными деятелями, которые здесь на Западе, якобы которые им там потом помогут. Или там, которые в Украине действуют некоторые там батальон, или лидеры русские, которые говорят, мы придем туда, власть станем. Те, которые здесь находятся в Европе. В общем, они в этом состоянии, потому что у них нет до конца, мне кажется, в этом вопросе решимости, чтобы вот так жестко встать и не давать этот вопрос решать. Потому что когда вот то, что здесь на Западе вот находятся люди, да, и действуют вот так вот, Мгм. их же не воспримут там, в Татарстане, потому что там появятся новые лидеры для того, чтобы избрать власть, для того, Мгм. чтобы провести референдум. Ну, вы там были, а мы здесь, и это народ-то находится там. А вот у нас, наша страна-то была полностью по всем структурам, по всем международным создана. Нам нужно восстановить свою государственность и дальше продолжать. А у татар это все отняли, у башкир отняли. Отняли и других вот республик, которые были когда-то автономия якобы. Эти автономии, эти там союзы республик, все это придумано имперской властью, а Да. с точки зрения международного права все народы равны. И после того, как Советский Союз развалили, с Мгм. этого момента законы СССР и РСФСР уже можно отбросить, они больше не существуют. Вот это надо понять. Когда мы говорим было то, там, вот то, что я сейчас рассказываю, это рассказ для тех, чтобы понять, как мы действовали. Но как только Советский Союз развалился, с этого момента уже не действует ни один закон. Все исчезло. И поэтому мы сразу приняли после этого, наш парламент принял конституцию, наш уже в международном правовом поле, что мы являемся государством, суверенным, независимым, демократическим правовым государством. Вот эти вещи, вот эта процедура, которая необходима, она должна быть вся, как бы, значит, реализована. Я помню, как сейчас, что когда мы обращались там к грузинам или другим там государствам о наше признание, они говорили, что у вас нет статуса государства, вы должны это восполнить. И вот когда мы только вот это все сделали и, наконец, приняли а, свою конституцию, только после этого нас признала Грузия. То есть Да. вот эта процедура, которую надо пройти. Хотя, по сути дела, это есть, это, может быть, и потом можно делать, но это потом надо наполнять. И теперь кто решится на эти вопросы? Когда мы поднимали здесь вопросы, говорили о наших проблемах, чтобы рассмотрели этот вопрос, скажем, в Гаагском трибунале, рассмотрели там в международном уголовном значит, процессе, который вот в Риме было, помню, там, то все говорили, что это может быть рассмотрено только для тех стран, которые являются членами Организации Объединенных Наций. Мы над этим пытались работать, это не позволялось. А вот наши разного рода, которые здесь на Запад ходят марионетки, они имитируют, будто бы они этим занимаются, что они это... То есть все, что они делают, это имитация. Это вот показуха, которая не может быть, потому что не может быть, и потому что мы с вами, допустим, не знаем, о чем идет речь. Вот они собирались как-то в этом Гааге, говорили, вот мы подали туда-сюда. Ничего они не подали, они там письмо написала какая-то женщина из Эстонии,
А те сказали, когда ответ дадут. А те, значит, дали ответ. Я знаю, я много раз там бывал тоже. Раньше вот это все как бы изучали, и притом при содействии очень известных юристов на Западе, из Англии и Европы тогда было, помню. И они точно говорили, этот вопрос ваш может поднять только страна, другая страна, которая является членом Организации Объединенных Наций. Ну, какая страна решится за нас вступиться и подать в суд в Организацию Объединенных Наций в Гаагу против России? Украина. Практически никакая, никакая. А эти наши деятели здесь в Закаеве эти все собирали и говорили, что мы вот, вот, вот. И всех людей обманули, говорят, мы там отдали это. Это все неправда. Мы должны не давать себя обман, мы должны советоваться, думать об этом. Вот спросите у любого, скажем, посвященного в это дела людей из другого, как говорится, государства даже, да, как это делается? Вот они вам ответят вот так вот, видите, вот такие вещи. Так что вот такая ситуация, Аслан. Спасибо, Аят, благодарю. Аят говорит, Эд, как вы думаете, Трамп разгонит ООН и создаст новую международную организацию, и все будут вступать на общих основаниях? Как вы думаете, это возможно? Это надо спросить у Табаха. Да, Он лучше знает. Но Табах я-то не шучу, конечно. признается. Я-то шучу, конечно, но мне кажется, что это будет решать не Трамп, чтобы разогнал и все такое. Это будет зависеть от каких-то потрясений. Вот помните, Вторая мировая война закончилась, тогда Первая мировая закончилась, потом Вторая закончилась. Они каждый раз этот международный устав или международное право меняли. Так? Да. А сейчас в этом, скажем, в этом международном правовом поле мы создали свое государство, и мы от него не должны уходить. Но, наверное, Трамп будет там диктовать свои точки зрения. Если он организует, скажем, он же не может одни Соединенные Штаты Америки сказать, что это ООН, и все. Потому что другие страны тогда, все эти страны диктаторские, они объединятся в другую. Как они его разгонят? Потому что они все входят в эту ООН, некоторые из них 5 там постоянные члены это Совета Безопасности, другие там по очереди там меняются. В общем, там достаточно сложный механизм. Это ясно, что этот орган, ООН там и другие, что они в многих вопросах придерживаются принципа, как вот мне один вот говорил президент Совета Европы, был такой Рассел Джонсон, который, как бы, мне был он очень хорошо известен, часто встречались и в Страсбурге, и здесь, в Париже, или в других местах. И спрашиваю, ну как же вот так, вот так? Он говорит, вы знаете, говорит, и кроме всего этого существует реаль-политика. А как она написана, где, что, спрашиваю. Ну, она нигде не написана, реаль-политика. То есть речь шла о том, что э, есть силы, которые реально пытаются вот так вот противодействовать вот этому сегодня действующему международному праву, и которые тем самым дискредитируют этот орган. Значит, нужен другой орган, как бы международный. Будет ли он или нет, в какой-то степени это зависит от всех этих стран, насколько их устраивает это. Допустим, я знаю, что нас, Украину и другие страны, многие страны это не устраивают, но они не являются сегодня решающим таким звеном в этом, скажем, 200-м количестве ООН. 202 или 200, не знаю сейчас сколько там стран, они не являются решающим, голос не имеют. Поэтому такая ситуация. Посмотрим, что будет. Посмотрим. Не могу сказать сейчас об этом. Мгм. Так, ну дальше здесь Эд говорит, что Гарри очень занят, но я думаю, будет принимать дела на новую должность. Я думаю, вы это увидите, говорит Эд. И какой вы видите Ичкерию, да и Кавказ в целом
во время независимости, в кавычках, задает вопрос Берзлой. Какой вы видите Ичкерию, да и Кавказ в целом в независимости? Но Ичкерию я вижу такой, как она была создана в 91 году, так, с той конституцией, с той декларацией и с этой идеей, так, мирного существования с другими государствами. Если ты говоришь о религии, то я считаю, что это вопрос надуманный. Никто у нас религию не отнимал. И все, которые нам говорят, тут религия, религиозно, это неправда. Религия никто не может отнять, потому что религия – это твое мировоззрение. И в то же время в нашем государстве вопрос этих разного рода деятелей, которые здесь развивают эту мысль, надо ислам, там еще что-нибудь. Это провокации, которые нужны Кремлю, который нам там насаждает и насаждал все время. Это именно на этой основе они последний раз нам столкнули вот эту ситуацию, так? Мы должны это понимать раз и навсегда. Никто. У нас нет проблемы с религией. Нет. У нас свободная воля изъявления, так, для любой религии, какая бы она ни была, для любого народа. И поэтому вопрос это ставить даже не надо. Вот. Потому что хочешь ты верить, верь. Хочешь отправлять свои обряды, отправляй, но будь, в этом отношении таким, чтобы никаких отклонений от нашего законодательства было. Тебе свободно дают. И никакая религия не может у нас быть управляющая, она не может быть в составе нашего правительства. Вот там у нас там говорили, разные разговоры идут, что вот такая-то религия, то-то, то-то, что у нас ислам является государственной религией. Это было лишь только обозначение того, что большая часть населения, скажем, 90% это были верующие ислама, исламские, так, поэтому он обозначит так, но нигде никакой, значит, ни закон, ни это, на основе это не было, значит, выпущено. Более того, статья 21.45 и другие статьи Конституции говорят, что все религии, как бы то они ни были, они уравновешиваются, равны и имеют одинаковые права все. То есть вот эти вот накрутки, которые кому-то нужны, а это нужно как раз нашему врагу, нас никто не может оторвать от веры Всевышнего, это наше личное дело. Вот я так отношусь, она должна быть такой, и мы должны с другими странами развиваться. То у нас против этого и ведет эту разную пропаганду, они льют воду на мельницу Кремля. Вот так, мне кажется. Ясно. И, наверное, последний вопрос я хочу задать от Яна Маназона. Шалом, Ян. Всех, кто приветствовал из Израиля, всем шалом. И он тут спрашивает: Аят, скажите ваше мнение о Беларуси. Заранее спасибо. Ну, по Беларуси, к сожалению, Белоруссия. Ну, вот сегодня 7 октября у нас, да? Ноября. Ноября, да. Это день Октябрьской революции. Так? Да. Помните? Вот только единственная страна в мире, Беларусь, сегодня празднует этот день Октябрьской революции. Вот, и представьте себе, что они хотят пойти, власть Лукашенко хочет не вперед двигаться, а назад. Вот что. А Беларусь должна освободиться от этой, скажем, власти этого диктатора, который дружит с Путиным. Это для того, чтобы остаться у власти, кстати. Только для этого. Ясно. И, если не возражаете, я бы закончил бы уже сегодняшний стрим. Да, конечно, давай. Комментариев нет. Прочитаю вот от Ливана комментарий и закончим. Давай. Да здравствует Президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия и Верховный Совет Грузии. Амин, Ливан, амин.
И слава великой религии исламу, христианству, иудаизму, долой безбожную Российскую империю. Аминь, аминь, аминь. Аминь, аминь. Маша, я ожила добивает Берзлой, Да, и на этом я стрим наш заканчиваю. да, Спасибо, да. кто Хорошо. смотрел, комментировал, задавал вопросы. А я, конечно же, огромное вам спасибо за то, что вы так нам уделяете время и рассказываете нам. Спасибо большое. Спасибо вам всем, кто слушал, говорил. До свидания. До свидания, всего хорошего, до Hadi свидания. güven olsun. Hadi güven. Hadi gidelim, Marshall.